Ребята, доброе утро. Сегодня у нас понедельник. Новая неделя началась. В общем, приехал ко мне на обслуживание вот такой вот автомобильчик. Это у нас Toyota Voxy 2021, по-моему, год. В комплектации керамики. Керамики 2. У него вот здесь вот обвес идет более крутой, не как на всех Воксиках. Так, что здесь еще? Кожаные вот такие сиденья. Ну, это получается она, как сказать-то, комбинированная. Здесь у него вставка Алькантара с комбинированным этим, как он называется, вентиляция, по-моему, есть, подогревы есть. В общем, комплектация очень хорошая. Потолок у него вот такой уже черный. Монитор висит, две печки. Что еще здесь у нас? Черненький вот такой вот салон, черная торпеда. Вот. Ну так, в принципе, хозяин купил себе такую тачку. Машина классная, конечно. И смотрится хорошо. И она как бы это функциональная. Вокси, но какого бы года не будет, от 14 годов они очень функциональные машинки. Но этот, конечно, вообще бомба. Приехал он на обслуживание ВВБ у меня. Вот здесь подсветочка у него такая прикольная сделана. Вот. Ну, видать, это уже элемент тюнинга. Хотя нет, рамка вроде. Может быть, рамка такая, я не знаю. В оригинале идет такое, все нет. Походу, это заводское. Очень похоже. Что еще здесь у нас? Ну, здесь, в принципе, мультируль идет. Здесь кнопок нет, что-то бедновато. А вот здесь вот есть управление магнитолой. Круиз-контроля у него нету, я так понял. Хотя радар у него есть, вот он. Радар, контроль полосы, регистратор японский стоит. В общем, тачка бомба. В общем, антифриз еще японский залитый здесь, 20 градусов. Будем его менять, так как этот антифриз у нас в наших условиях ходить не будет. Очень сильно задувает автомобиль. Ну и как бы вот с этой стороны. И он замерзает просто. То есть не хватает прогрева двигателя. Он просто начинает замерзать. Особенно если где-то там, в этом, как он называется-то, по трассе где-нибудь когда едешь. Вот. Также клиент попросил отключить вот эту вот синенькую подсветку. У него тюнинг. За этот тюнинг взбодрили его, короче, наши доблестные хангаласские ГИБДДшники. Открутил дроссель. И вот тут вот смотрю, такая картина, есть масло поднакидало. Обычно кидает, когда ЕГР забитый. Есть немножко. Так. Ну и здесь немного нагара есть, конечно. Вот. Слой нагара. Заслонку маслом поднакидала. Здесь вообще дикий коэффициент. Тут здесь вот видно, что грязь вот подзабила. Заслонка не дозакрывалась. В общем, ЕГР грязный. Нормально так грязный. Не забитая трубка, конечно, но он какой-то, куски там есть, нагар есть. Все это надо чистить. Это значит, что клапан, в принципе, может и не работать нормально. У него вот здесь вот, как показать, даже не знаю. Вот. Вон, забитость какая есть. Вот, так что неспроста масло накидало сюда. Будем это все чистить. По-любому клапан надо снимать и чистить. На компьютере, конечно, много не показало. 3 с копейкой, 3,2 был коэффициент. Но мне кажется, это лучше сделать. Снял впускной коллектор. Вот такой вот заход. ЕГР грязный. Сейчас мы его почистим. Здесь тоже немножко так подбитые выхода. Будем мыть все. Вот так все было.
Все было грязное до ужаса. Ну вот, посмотрим, какой у нас грязный клапан в этой беспробежке. Беспробежка была куплена летом с Японии. И вот, смотрите, сколько грязи. Вот это все, оно не дает клапану нормально ходить. Нагара много. Впуск был очень грязный. Впуск весь почистил. Холодильник не забитый, но грязный очень сильно. Тоже сейчас его поставлю в замачивание. Клапан тоже сейчас поставлю в замачивание. Ну и пусть все это часик у меня постоит. Так, в общем, поставил новую прокладочку, почистил датчик, вот этот вот. Все, сейчас коллектор помыл, ЕГР уже клапан поставил, сейчас буду собирать все, коллектор, дроссель, ну и все, и будем заводиться, будем менять антифризы, потом уже буду заниматься батарейкой. Сначала двигателем закончу, может быть масло поменяю сразу в коробке. Сливаю антифриз 20-градусный с этого воксика. С обоих контуров сейчас буду менять антифризы. И потом буду проверять масло, какое залито в коробке. Все, воксика завел. Работает с чистым ЕГРом, с чистым впуском. Сейчас адаптируется немножко. Антифриз нагреется. Будем сливать антифриз. Как-то так. Масло в коробке черное. Можно смотреть. Черное масло. Грязненькое уже. Надо менять. Вот такое масло. Вот так добираюсь до батареечки. Вот она, батареечка. Тут все чистенько, прям вообще. Везде пыли, ни грязи нету, ничего вообще. То есть батарейка, скорее всего, будет чистая. Даже в кулере пыли и то нету. Вот. Проверим контакты, вскроем. Ну и если контакты грязные, будем чистить. Ну, просто проверить хотя бы это надо. Потому что, ну и пыли, скорее всего, там маленечко-то все равно будет. Все равно что-то мы сейчас оттуда его изымем. В общем, а так машина как будто состояние новое все. Прям вообще классно все. Все разобрал. Сейчас буду все это снимать первый раз, скорее всего. Никто не снимал. Ну все, обслужил я двигатель полностью. Поменял антифризы в двух контурах. В коробке масло сменил. Отключил ходовые огни, вот эти вот. Клиент попросил, говорит, ГИБДД докапываются из-за того, что горят они синим. Хотя это заводские. Эта машина проходила таможню, она проходила экспертизу. И нигде в экспертизе не было ничего подобного указано, что это нельзя. Вот. По идее, это заводская приблуда, и она должна здесь быть. Конкретно это не тюнинг, это оригинальная японская. С завода шло. Вот. Но у нас ГИБДДшники, видать, ничего не знают. То, что заводские элементы нельзя отключать. Вот. Ну или как бы просят отключать. У нас типа другой закон и все такое. Ну а где? По идее они указать должны. Почему, по какой причине там, законом указать или все такое. Они у нас как бы вот так вот. Горят синим, значит давай вырубай, нельзя. Сейчас буду доставать батареечку с этого автомобиля. Это самое главное. Проверка батарейки. У него надо будет контакты проверить, почистить от пыли, продуть. Явно она пыльная, скорее всего.
будет. Ну, в общем, узнаем. Тасовка делать не надо ничего вроде. Нормальная батарейка, в принципе, но будем делать сейчас. Так, достал я батареечку с этого боксика. В общем, вот такая батарейка. Ген 4 вся. Новые элементы. В общем, ребята, хочу еще немножко поговорить про литий-ионные батареи. У меня там в канале вопросы задавали. Можно ли ставить литий? Нельзя ли ставить литий? В общем, до определенного момента, до нынешнего года, литий ставить как бы особо нельзя было. Вот эти вот элементы металлогидридные, то есть система Toyota устроена таким образом, что она должна быстро зарядить эти элементы. Металлогидрид очень быстро заряжается. Ну, также он быстро и отдает свою энергию, в принципе, да. Литий, он немножко долгоиграющий. У него больше энергии в него заходит, они мощнее. Вот, у них срок службы жизни больше намного у литий-ионного элемента. Вот. Все мы знаем, что есть Prius Alpha на литий-ионных батарейках. Это у нас 7-местная версия. И также есть у нас PHV. Это у нас 30-й кузов. Тоже шел на литий-ионной батарее. PHV технология, умеет он заряжаться, в общем, от розетки. Вот. Также по пути лития пошла у нас Honda корпорация, и также все остальные как бы автомобили, там типа Mitsubishi, Outlander, они тоже применяют литий-ионную технологию, Nissan E-Power, и вот эти все тачки, они применяют литий. Почему? Потому что литий, опять же говорю, мощнее, с него можно выжать больше энергии. И у Nissan вообще там система E-Power, она работает там таким образом, что двигатель у него просто как генератор. Там трехцилиндровые движки вставляют, ну, где 4, где 3. И ему, в принципе, очень мало надо мощности, чтобы просто только поддерживать батарейку. Гибридная система у него заряжает литий-ионную батарею, а литий-ионная батарея отдает свою энергию электромоторам, от чего у нас и идет электротяга, да? То есть они постоянно, эти машины, на электротяге. Не как Toyota. Toyota, она бывает переходит на коробку, с двигателем мощность у нее идет. И также она переходит иногда на батарейку и немножко отдает от батарейки. И таким образом это у нас, поэтому и назвали гибрид. Она у нас и работает по двум направлениям. С электротягой и с обычной тягой. Вот. В этом-то и вся разница у нас гибридного автомобиля Toyota. Вот. И Toyota поэтому нужны элементы, которые бы держали большую нагрузку именно при тяге. Вот. Эти батарейки выдают ему большую энергию. Он сразу на пике она может там выдавать большую энергию. Вот. Не как литий. Литий он как-то по чуть-чуть что ли выдает ее. И в этом есть разница. То есть литий долго заряжается, но зато выдает потом так по чуть-чуть, но нормально долго. Вот. А металлогидридная батарея, она быстро заряжается, быстро отдает, быстро заряжается. В общем, вот так вот она как-то устроена, поэтому она рассчитана на нагрузки. При этих нагрузках она ловит перегревы, середина, поэтому у них просаживается, поэтому эти батарейки у нас меньше ходят. Вот. И система у него таким образом устроена, что батарейка у него, вот, допустим, на 30-м Prius, Vox, Noh, балансировка очень плохо работает. То есть он забирает почему-то с середины, а края он оставляет. И поэтому у нас батарейка постоянно умирает середина. Еще и от перегрева умирает преждевременно. Поэтому есть большая разница. Вот. Что нельзя сказать про литий? Литий
сейчас делают уже, в общем, вышли новые китайские элементы, мы их будем применять, гарантия на них будет 3 года. Вот. Этот элемент выглядит ровно так же, как вот такой же Gen 4. Вот прям один в один она выглядит. Я ее даже картинку тут оставлю. Посмотрите. Вот. Это уже тойотовские элементы китайцы придумали. Переформатировали они его уже с металлгидрида в литий. Но это не простой литий, а там внутри стоят микроплатка, которая называется BCM-ка. BCM-ка это ее функция в том, что она как раз таки умеет делать балансировку этих элементов. То есть у нее практически все батарейки будут 12-40, там, ну я так навскидку говорю, что вот эта пара у него будет 12-40, эта пара тоже будет 12-40, эта пара 12-40, эта пара 12-40, 12-40, и они так все будут по 12-40 одинаковый вольтаж. Не как у гидридной батареи. Тут будет 12-40, а здесь будет 13-20, грубо говоря. Ну я так навскидку, да. То есть большая разница между парами. Они все разбалансированы. У них у всех разный вольтаж будет. Вот. Это только у новой контрактной батареи или вообще новой с завода будет там буквально минимальный разбег. 0,10 милливольта всего. Скажем, тут 12,40, а тут будет 12,30. Вот. Вот такая вот разница у них, у элементов. Поэтому сейчас мы будем внедрять в тойотовские системы литий-ионные батареи с вот этими BCM-ками. И все будет нормально. У нее есть защита от перезаряда. То есть у нее не будет такого. Раньше вот почему литий нельзя было ставить? Потому что литий это очень опасные батарейки. Они имеют свойство взрываться, гореть. Если она начнет гореть, то вот эта вот батарейка, если замкнет где-то что-то, она будет так полыхать, что вы ее не остановите. Вот. Даже пена пожарная не берет вообще. Ни вода, ни пена, ничего не берет, потому что это все будет гореть как порох. Вот. Я имею в виду именно про литий-ионную батарею, которая колхозный вариант. Это раньше у нас были такие Хонды. Хондовские элементы внедряли в тойотовскую систему. То есть брали 5 блоков Хонды, какой-нибудь там ГП-5, и вставляли. Если там не сделать систему защиты от перезаряда, и не сделать вот эту вот балансиры, то может настать такой пик, что когда машина будет ехать со спуска, она возьмет и перезарядит одну какую-то пару. Она даст ей энергии больше, чем в нее положено влиться. И тогда может произойти либо короткое замыкание, либо взрыв. Вот эти китайские элементы от этого защиту имеют. Они не дадут просто сделать перезаряд батарейки. Вот. Даже если вы со спуска будете двигаться, BCM-ка ему прекратит давать заряд. Сама стопорнет, в общем, это дело. Вот это вот и есть заводская разница. Заводские элементы, они намного лучше. И литий ставить заводской вполне можно. Вот. Это даже, я считаю, что лучше, чем гидридная батарея будет. Почему? Потому что у нее срок службы уже от 300 до 400 примерно тысяч километров. Вот так вот. За место 150-200 приусовская. То есть они долгоиграющие, больше ходят. У них нет вот этого вот, я говорю, серединка, чтобы просаживалась. Она будет вся равномерно уходить до 20%. Не как тойотовская батарейка. Середина будет у вас там 80-ки, а это уже ушла на 20%, короче, и все. И потом меняй по полпачки. Каждый раз ремонт делай, короче. В общем, чтобы уйти от этого момента, нужно внедрять литий-ионные элементы. Вот. Что и мы будем делать? Элементы у нас будут под заказ, и в наличии я, наверное, скоро уже приобрету пару пачек хотя бы таких элементов. Они у меня будут. Пока что у меня есть контрактные 2 батареи. Вот, надо будет их кому-то поставить. Это у нас заводские нормальные мощные батарейки. 90 плюс все. Вот. Поэтому вот такая вот разница у нас по литий-иону. Я думаю, что будущее все-таки, конечно, за литием. Еще и будут и другие батареи, более мощные, скоро разработаются, кроме лития. Там какие-нибудь фосфатные батареи, еще что-нибудь. Ну, в общем, я считаю, что это все будет совершенствоваться.
раз уж все переходит весь мир на электрички, взяли этот ракурс, как бы именно взяли тон электрички делать, значит, это будет еще долго-долго продолжаться. Вот, поэтому ставьте лайк, ребята, если кому интересно было узнать, что такое литий-ионная батарея. Вот. Ну, объяснил, как смог, своими словами. Вот, никакие технические буквари я не читал. Я просто знаю примерно, как это все работает. Вот. И я думаю, что, в общем, заказывайте литий-ионные у нас батарейки, будем ставить. И я думаю, что это будет очень хорошо. Это, они себя должны хорошо зарекомендовать. Тем более 3 года гарантии, вот, от нашего поставщика. Все, как бы так. Ставьте лайк. А я дальше буду продолжать обслуживать этого воксика. Сейчас я ему сниму шины, почищу контакты и буду ставить все назад. Все. Ну, вот такие вот контактики на воксе. 21 год. Немножко начали зеленеть только и все. Не сильно. Вот. Нормальные контакты, в принципе. Вот немножко зеленка пошла. Так, здесь что у нас? Вот здесь что-то больше грязи. Вот эти мы контакты сейчас почистим. Здесь вообще окислол есть большой. Угу. Ну что, чистим контакты. Такой уже чистый контакт должен быть. Вот он. Вот такой чистый. Это колечко, это просто от затяжки болта было риска. И вот оно такой вот уже чистый. Вот такие все контакты сейчас будут. Разница есть. Вот это еще пока не почищенный контакт. Вот. Сейчас будем убирать эту грязь. Такие контакты, как новые, как с завода. Сейчас будем ставить, собирать машину, и все, и можно отдавать клиенту. Ну все, работы по воксику закончены. Контакты на батарейке почистил, все проверил, грязи не было почти. Вот, поменял антифризы, поменял масло в коробке, ЕГР почистил, дроссель. В общем, машина вся обслужена, можно ездить спокойно. Сейчас она набьет батареечку, это самое, сделаю диагностику еще. Ну, как бы заключительную диагностику, и все, можно тачку отдавать клиенту. Так вот. Вот так машина такая. Такой вот красавчик, в общем, воксик. Да, машина хорошая, очень много функций. Сонары есть даже. Вот. Не везде они втыкают сонары. Вот этот сзади, мне нравится бампер у керамики. Идет этот обвесик клевый. Ну, вообще прикольная тачка. Спойлерок даже есть тут у него по заводу. Вот. Ну все, воксик от меня уезжает, обслуженный. Ручник! Ручник, ножник! А?